Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш вебинар. Позвольте представиться. Кальницкая Татьяна Сергеевна, руководитель Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности Коми Республиканского института развития образования. Именно наш центр является организатором многих конкурсов, вот в том числе и конкурса, о котором мы сегодня будем с вами вести речь, это конкурс «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления». Конкурс объявлен уже приличное количество времени, но возникла необходимость проведения такого установочного, скажем так, вебинара для разъяснения положения. Дело в том, что конкурс проводится второй раз, республиканский конкурс, и в этом году в него внесены очень существенные изменения по сравнению с прошлым годом, поэтому их требуется пояснить, чем мы с вами и займемся. Я думаю, что заинтересованные лица, те, которые смотрят этот вебинар, они знакомы с положением о конкурсе. Вот вашему вниманию на экранах представлен приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Именно это министерство является учредителем конкурса. И этим же приказом утверждено положение о конкурсе, о котором мы сегодня будем говорить. Итак, на какие очень важные моменты нужно обратить внимание? Во-первых, учредителем конкурса является Минобрнауки и молодежной политики Республики Коми, как я уже сказала. Организатором конкурса является Коми Республиканский институт развития образования. Участники конкурса. Кто может принимать участие в этом конкурсе в этом году? Это, как вы видите, юридические лица, то есть это не конкретные авторы. Это юридические лица, организации, коммерческие и некоммерческие, различных видов, различных типов, и в том числе индивидуальные предприниматели, которые так или иначе принимают участие в организации и сопровождении отдыха и оздоровления детей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это могут быть, то есть кто эти участники? Это могут быть частные организации, это могут быть муниципальные организации, наши центры дополнительного образования, общеобразовательные организации, это могут быть лагеря труда и отдыха, это могут быть государственные образовательные организации, которые реализуют программы вот указанные, программы организации отдыха детей и их оздоровления. То есть самый широкий спектр участников мы ожидаем в этом конкурсе. Как видите, 6-й пункт, который говорит нам о номинациях. Всего 4 номинации предусмотрено в этом году. В прошлом году было их 3. Итак, принимаются программы лагерей, организаций отдыха детей и их оздоровления по 4 номинациям. Итак, лучшая программа профильной смены детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. То есть это абсолютное большинство наших лагерей, те, которые организованы на базе общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций, и других видов организаций. Абсолютное большинство этих лагерей с дневным пребыванием. Лучшая программа смены лагеря труда и отдыха. Есть и такие. Здесь профильность именно лагерь труда и отдыха, он немножко отличается от лагеря с дневным пребыванием по содержанию деятельности, а также по возрастным категориям детей, которые в этих лагерях находятся. Лучшая программа профильной смены стационарного загородного детского оздоровительного лагеря. Их в нашей республике немного, но тем не менее они есть, и мы программы этих организаций также ждем к участию в конкурсе. И 4-я номинация особенная – лучшая профильная программа тематической направленности, организованная частной организацией или индивидуальным предпринимателем.
Дело в том, что принято решение выделить из общего количества всех программ программы частных организаций. Почему почему такое решение принято? Дело в том, что, как правило, они специфичны, да, и меньше может быть методической какой-либо подкованности, да, в составлении такого рода документов, да, программ. Поэтому мы посчитали в этом году возможным конкурировать частным организациям между собой, а не с муниципальными и государственными организациями, у которых очень большой, богатый опыт реализации такого рода программ, которые, возможно, не дадут пробиться, да, к призовому месту участникам, которые в этом плане только-только начинают свою деятельность. Но хотелось бы нам, индивидуальных предпринимателей и частные организации, поддержать в этом начинании. Поэтому 4-я номинация отдельная для них. По порядку проведения конкурса. Итак, конкурс объявлен с мая по сентябрь, и проходит он в несколько этапов. Сейчас этап муниципальный. То есть в мае мы объявили о начале конкурса, разместили информацию и начали принимать конкурсные документы от государственных и некоммерческих и коммерческих организаций индивидуальных предпринимателей, которые заявляются самостоятельно. Отличительная особенность конкурса этого года в том, что введен муниципальный этап. Муниципальные организации подают свои заявки органам местного самоуправления Республики Коми, уполномоченными в сфере отдыха детей в каникулярное время, для муниципальных некоммерческих организаций. То есть, как правило, этими органами местного самоуправления, уполномоченными в сфере отдыха детей в каникулярное время, как правило, не скажу, что это абсолютно и стопроцентно так, но чаще всего это организации, это управление образования. Поэтому на именно эти органы местного самоуправления, уполномоченные в сфере отдыха детей в каникулярное время, возложена обязанность организовать муниципальный этап и отобрать по указанным выше номинациям конкурсные работы и представить их на этап республиканский. Сделано это намеренно для того, чтобы все-таки на республиканский этап получить как можно более качественные, самые лучшие работы от муниципалитета, с одной стороны, а с другой стороны муниципалитет получит возможность увидеть, какого рода программы реализуются в муниципалитете, какого качества программы, какой направленности, какой охват. То есть несколько задач решается на данном муниципальном этапе конкурса, и по итогам, вот по 10 июня, 10 июня он должен завершиться, этот муниципальный этап, и уже с 10 по 18 июня, вот с 11 по 18 июня мы принимаем заявки от органов местного самоуправления Республики Коми, уполномоченных в сфере отдыха детей в каникулярное время. Принимаем эти заявки. Обращаем ваше внимание, что по положению каждая организация может представить работу, не более одной работы в каждой номинации. Таким образом, мы ждем от муниципалитетов представления работ, да, в каждой номинации. Итак, как я уже сказала, да, на понимание. От коммерческих и государственных организаций заявки принимаются уже по 18 июня. От муниципалитетов, от муниципальных организаций через муниципальные органы через органы местного самоуправления мы ждем заявки с 11 по 18 июня. Организуя муниципальный этап конкурса, организаторы могут
принимать положение во внимание, положение данного от положения, которое мы сейчас рассматриваем, требования этого положения. А в особенности мы рекомендуем присмотреться к требованиям конкурсным работам и к критериям оценивания конкурсных работ, то есть то, на что стоит обратить внимание для того, чтобы именно ваша программа могла стать победителем республиканского этапа. Далее, 18 июня мы завершаем прием заявок от всех участников, от коммерческих организаций, государственных организаций и от муниципальных, от органов местного самоуправления. То есть 20 муниципалитетов, нам бы хотелось получить программы от них. Далее начинается этап следующий, республиканский. И с 19 июня, то есть он продолжается по 30 июня, экспертная комиссия проводит оценку конкурсных материалов. Оценка конкурсных материалов проводится именно вот по тем критериям, до которых мы доберемся, да, и обсудим их. Она проводится по этим критериям, и по каждую конкурсную работу посмотрит не менее чем 3 эксперта, выставит свои оценки, и таким образом будет составлен рейтинг программ, лучших программ. Далее, на основании этого рейтинга определятся 3 программы финалиста по каждой из номинаций. Далее, эти программы финалисты с 1 июля по 30 августа, но мы понимаем, что с 1 июля для положения нам нужно было определить сроки. На самом деле эти программы могут быть реализованы и в июне. Почему бы и нет, да? Мы знаем, что период каникулярного отдыха, оздоровления начался именно в июне, начинается в июне, в конце мая. Поэтому программы, которые мы принимаем, они могут быть реализованы и в июне. Но тем не менее, значит, с 1 июля по 31 августа реализуются данные программы, вошедшие в рейтинг 3 лучших программ финалистов на базах детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Республики Коми. И здесь мы хотим обратить внимание ваше на то, что данные организации, в рамках которых, на базах которых реализуются вот эти вот программы, должны быть внесены в республиканский реестр организаций отдыха, оздоровления детей, чтобы все было легитимно в соответствии с законодательством в нашей сфере отдыха, оздоровления детей. Далее. Происходит реализация этих программ. По итогам реализации программ финалистов с 1 сентября по 5 сентября организации финалисты представляют в экспертную комиссию организаторам конкурса конкурсные материалы по итогам реализации программ. Какие это конкурсные материалы, мы об этом позже скажем. Далее, с 6 сентября по 21 сентября осуществляется экспертиза материалов второго тура. Ну и в конце сентября мы подводим итоги, награждаем победителей дипломами, призами в денежной форме и размещаем результаты конкурса на соответствующих сайтах. Хотелось бы сказать о том, что, как и в прошлом году, в этом году конкурс подразумевает выплату перечислений, да, получение победителями денежного приза. На наш взгляд, эта сумма не маленькая, да, 70 тысяч рублей получает победитель в каждой номинации, то есть 1 из 3 в каждой номинации победитель получает тот самый диплом победителя, абсолютного победителя конкурса и денежный приз. Так, какого рода конкурсные материалы представляются? Итак, сроки, которые мы с вами только что обговорили, необходимо пройти электронную регистрацию на
сайте конкурс.крiro.ру и загрузить следующие материалы. Сначала мы проговорим, какого рода материалы, а затем я покажу, каким образом регистрироваться на этом сайте. Итак, необходимо представить заявку установленной формы. В данном положении форма заявки указана. Заявка заверяется в подписью и печатью руководителя или заместителя руководителя организации участника. Или, если это муниципальная организация, то она заверяется подписью руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного в сфере организации отдыха и оздоровления детей. И вся эта заявка загружается в формате PDF, да, для того, чтобы подтвердить оригинальность этой заявки и подписи. Далее вы загружаете программу организации отдыха детей и их оздоровления. Но прошу обратить внимание на то, что это будет не сама программа, а ссылка на раздел сайта участника, то есть организации участника в сети интернет, где размещена программа. Каждая организация, мы знаем сейчас, имеет свой сайт. Так вот, необходимо будет на своем сайте, место вы определяете самостоятельно, разместить данную программу, и в конкурсную комиссию, да, в виде материала конкурсного вы пришлете не саму программу, а ссылку на нее, активную действующую ссылку, для того, чтобы эксперт мог пройти по этой ссылке, посмотреть эту программу, открыть ее. Для чего это сделано? Часто бывает так, что присылая на конкурс материалы могут теряться, не распаковываться, искажаться, да, деформироваться. Для того, чтобы этого не происходило, мы предлагаем вам разместить на вашем сайте, в вашей организации или на личном сайте. Вы сами определяете, на каком сайте будет размещен данный ресурс, да, ваша программа, и вы присылаете в конкурсную комиссию организаторам конкурса ссылку на нее. А также, по вашему желанию, на данном разделе могут быть размещены дополнения к программе. Это могут быть фотоматериалы, видеоматериалы, локальные акты, информационно-аналитические какие-то материалы, справки, может быть уже отчеты, да, то есть вся дополнительная информация, которую вы посчитаете нужной, вот, которая каким-то образом иллюстрирует вашу программу. Далее, очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Программа, которую вы представляете, должна быть рассчитана на смену продолжительностью не менее 21 календарного дня. Конечно, мы понимаем, что это не очень удобно, потому что смены наши, особенно на лагере с дневным пребыванием, могут быть и 7-дневные, и 18-дневные, то есть ранее это было возможно. Но в настоящее время Рособорнадзор да, устанавливает срок, продолжительность летней смены не менее 21 календарного дня, и мы учитываем данное требование в нашем положении, в нашем конкурсе, поэтому просим обратить внимание на то, чтобы программа, которую вы представляете, этому требованию соответствовала, иначе она будет отклонена. Далее. В приложении 4 к положению, это как раз критерии, да, отображены примерные структурные компоненты программы. Но прошу обратить внимание на то, что это примерные структурные компоненты. Вы можете их придерживаться, но не скажу, что это жесткие. То есть мы не отклоним вашу программу от участия в конкурсе, если там не будет, предположим, указана смета, да, либо какой-либо другой структурный компонент программы, да, это уже ваше творчество. Мы лишь можем рекомендовать примерную структуру. И просим к ней прислушаться, для того, чтобы вы могли набрать максимальное количество баллов при оценке.
Далее, какого рода документы вам понадобятся еще для участия в конкурсе? Это согласие на обработку персональных данных. Она также загружается, оно в формате PDF. И прошу обратить внимание на то, что данное согласие заполняют как руководитель организации участника, а также все разработчики программы. Почему? Потому что в заявке мы просим указать их персональные данные. Это фамилия, имя, отчество, должность работы, должность и место работы и контактные данные, контактную информацию. Поэтому вот если авторов, составителей несколько программы, каждый из них должен предоставить нам такое согласие. Следующее положение требования, которое мы видим, участники могут представить на конкурс не более одной программы в каждой номинации. Думаю, что это понятно. Участники представляют программу, которая не является победителем других конкурсов, ну и так далее. То есть я думаю, что остальные пункты понятны. Каким образом будет оцениваться материалы? Конечно же, в первую очередь материалы будут проходить техническую экспертизу на соответствие требованиям положения и на соответствие требованиям к оформлению конкурсных материалов. Все эти требования в положении указаны. Да, есть образец заявки, есть образец согласия. Далее, конкурсные материалы оцениваются членами экспертной комиссии в приказе, который утверждает данное положение, и содержится списочный состав экспертов. Пожалуйста, обратите внимание, кто входит в состав экспертной комиссии. И на основе бальной системы проходит процедура оценивания по всем предлагаемым критериям. Как я уже сказала, составляется рейтинг, и программы финалисты реализуются на базах детских оздоровительных организаций Республики Коми. Далее, каким образом оцениваются конкурсные материалы второго тура, очного тура, скажем так. Да? С 1 по 5 сентября участники конкурса загружают на сайте, вот данном сайте, вот он, да, конкурс krio.ru, следующие материалы. После того, как вся смена реализована, вся деятельность проведена, необходимо подтвердить вот эти 3 программы финалиста, 3 организации финалиста, не 3 даже, а 12, то есть получается в каждой номинации 3. Да, будет осуществлена реализация 12 программ финалистов, все эти 12 программ финалистов представят в конкурсную комиссию до 5 сентября следующие материалы. Самоанализ руководителя смены о результатах реализации программы. Это документ, заполняемый в произвольном виде, в котором необходимо отразить общие количественные показатели о реализуемой смене, то есть какое количество детей было охвачено в рамках реализации этой программы, какие мероприятия проводились в рамках этой программы, есть ли профильная направленность, может быть, какие-то были дополнительные мероприятия проведены, успехи и достижения, то есть что более всего удалось, что более всего понравилось, вызвало эмоциональный отклик, какие проблемные моменты были в рамках реализации программы, может быть, то, чего не ожидали, может быть, какие воспитательные эффекты, результаты достигнуты, те, которые ожидались, или, может быть, что-то другое, и какие выводы сделаны организатором, да, и этого лагеря, да, этой смены, какие выводы по результатам этой смены можно сказать. Все это в произвольном виде, не широко, да, то есть в разумных пределах. Здесь, по-моему, есть требования к
к этой аналитической, к самоанализу, ну вот в пределах там 2-3 страниц, да, машинописного текста, 14 шрифтом, полуторным интервалом описать собственный, ну, как бы впечатление, анализ такой этой смены. Руководитель пишет. Следующее, что нужно представить: видеоматериалы о проведении 2 мероприятий в рамках смены. Одно общее, да, для всех участников лагеря, и одно отрядное. Ну, будь то отряд или малая группа, как они там будут у вас называться, звездочка. То есть одно групповое мероприятие. Видеоматериалы, конечно же, мы просим, чтобы были максимально качественные и завершенные. По итогам прошлого года экспертная комиссия выражает такое пожелание участникам, чтобы видео, это мы, конечно, будем еще отдельно проговаривать с финалистами, чтобы видео носило завершенный характер, чтобы было понятно, откуда, как начинается мероприятие, как оно и проходит, и чем завершается, чтобы не было ощущения какого-то куска, да, что непонятно, да, что это было и чем закончилось. Хотя середина может быть очень интересной, увлекательной, но не совсем понятно. Далее, что можно представить? Отзывы социальных партнеров, родителей, возможно, и самих участников, да, самих детей. Оформляется это все тоже в произвольной форме и является дополнительным материалом. Вот все эти отзывы, может быть, анализ какой-то, может быть, пожелания. Это все на усмотрение участника, но также принимается к сведению. Все данные материалы ровно так же размещаются на сайте организации участника, и экспертам присылается ссылка на тот ресурс, где размещены вот требуемые материалы. Я думаю, что это понятно. Ну и определение победителей конкурса осуществляется в результате оценки вот уже конкурсных материалов второго тура. И осуществляется определение абсолютных победителей по номинациям. Итак, награждение победителей, как вы видите, оговорено. Да, 70 000 рублей в каждой номинации предусмотрено. Денежный приз осуществляется безналично на счет победителя конкурса. Прошу обратить внимание на это, что участником является юридическое лицо, не авторы, разработчики программы. И в прошлом году у нас были такие вопросы, когда диплом победителя получает не конкретный автор, да, а получает организация. И приз получает не конкретный автор, разработчик программы, а организация. Каким образом она распределяется, вот эта приз, да, это другой вопрос. Да, организация, участник самостоятельно решает этот вопрос, каким образом поощрять разработчиков и непосредственных реализаторов этой программы. Вот вашему вниманию представлена форма заявки. В такой форме представляется заявка, она стандартизирована и загружается на указанном сайте. Согласие на обработку персональных данных, и обратите внимание, требования к оформлению конкурсных материалов. Вот на что обратить внимание. Ага, значит, шрифт 12, интервал полуторный, не более 30 страниц текста. Сама программа должна из себя представлять. Далее, иллюстрации должны располагаться на сайте организации, но это мы уже говорили, и видеоматериалы не более 30 минут. То есть вот те видеоматериалы, которые мы запрашиваем, да, в рамках второго очного тура конкурса, они не более 30 минут должны быть по времени рассчитаны. Вот на этот момент хочу обратить внимание.
Перед отправкой материалов на конкурс необходимо тщательно вычитать текст на предмет орфографической и пунктуационной грамотности. Это такая, может быть, примета времени, но это не значит, что мы должны с этим мириться. Все конкурсные материалы должны проходить такую, если хотите, внешнюю экспертизу, да, взгляд со стороны. Поэтому прежде чем отправить конкурсную работу, прежде чем ее распечатать начисто, даже не распечатать, а уже отправить, да, мы ее в электронном виде воспринимаем, пожалуйста, попросите с трезвым взглядом человека, который не в теме, скажем так, да, не работал над созданием этой программы, вычитать ее, потому что орфографические и пунктуационная грамотность нынче хромает. Итак, критерии оценивания конкурсной работы. Вот они представлены перед вами критерии, и можно пробежаться немножко по ним. Итак, наличие концепции смены в пояснительной записке или во введении программы. Ну, то есть это насколько целостно представлена эта программа, насколько она представляет собой целостный такой продукт, да, если у нее какая-то концепция, если у нее идея, замысел, насколько она полная, да, полнота структурных компонентов, вот мы тут заявляем, да, в качестве характеристики, есть ли анализ ситуации, есть ли цель программы, ее основная вот миссия какая-то, направленность профильная, то есть какую задачу, может быть, авторы решают в рамках этой программы. Хорошо, если оно есть, да, но опять же хочу сказать, что это всего лишь, ну, рекомендации, да, и это мы оцениваем. Насколько обоснована актуальность программы, насколько вот то, что реализуется, актуально, нужно, насколько это востребовано. Очень важный момент, потому что часто программы летней занятости формируются по принципу, что, ну, лишь бы что-нибудь, чтобы дети были чем-то заняты. Да? Дети и цели и задачи программы. Есть ли цель, педагогическая цель, потому что цель организация занятости детей – это цель не педагогическая, это цель организаторская, чтобы дети были чем-то заняты. А чем, насколько это полезно, насколько это актуально, насколько это важно, насколько это эффективно, как бы второстепенный вопрос. Так, конечно, быть не должно. Здесь в первую очередь будет оцениваться педагогическая цель программы. Какие задачи решаем, какую проблему преодолеваем, какое знание даем, какое качество воспитываем. Вот в первую очередь будем смотреть, значит, конкурсная комиссия будет обращать внимание на это. Насколько реалистичны эти цели, то есть если написана цель, что формирование, не формирование, значит, не знаю, там, нравственная воспитанность, да, нравственное воспитание школьников в рамках 21 дня, это, конечно, нереалистично. Да, это процесс должен быть такой длительный, формирование нравственных представлений, да, нравственных убеждений обучающихся. Вот это может быть целью. Ну и так далее. Структура программы будет оцениваться, ее полнота, насколько структурные элементы программы взаимосвязаны, системны, насколько программа полная, да, есть ли пояснительная записка, наличие плана мероприятий, ожидаемые результаты ли прописаны, критерии результативности ли есть, перечислены ли условия реализации программы, такие как нормативно-правовые, кадровые, методическое обеспечение, указано ли, этапы деятельности прописаны ли, то есть вот насколько она полная, эта структура. Далее, нормативно-правовое, то есть здесь она оценивается как в целом данность, да, структурная полнота. И далее уже оценивается каждый структурный, скажем так, структурный элемент программы отдельно. Насколько нормативно-правовое обоснование вообще есть, насколько оно полное, грамотное. Описаны ли минимальные требования к материально-техническому обеспечению программы.
описаны ли ожидаемые результаты отдельно. Это очень важный момент, потому что часто программы летней занятости и программы отдыха, оздоровления детей либо не содержат ожидаемых результатов, либо они совершенно сами по себе отдельно откуда-то взяты и не соотносятся с целью, с задачами, а также не соотносятся с критериями оценки. То есть это вот тот парадокс, который мы повсеместно наблюдаем, когда ожидаемые результаты куда-нибудь просто списаны, а на самом деле их ведь может быть немного. Да, это можно задать один единственный ожидаемый результат, например, повышение уровня сплоченности детского коллектива, а затем его замерять. А уж уровень сплоченности детского коллектива замерять можно. Есть стандартизированные методики, а также педагогическое наблюдение никто не отменял. Поэтому ожидаемый результат – это очень важный момент для педагога. То, что я ставлю своей целью, фактически, это и есть тот ожидаемый результат. Он должен быть обязательно с целеполаганием, с целью связан и связан с критериями оценки результативности и эффективности программы. Далее, оцениваться будет профильная направленность смены программы. Есть она или нет. Да? Ну, то есть вот видите, профильных направленностей, их огромное количество. То есть ли это доминирующее направление, либо несколько направленностей заявлено, да, в программе. Насколько программа представляет собой систему мероприятий, объединенных одной целью и логической последовательностью. То есть это очень важно, когда, с одной стороны, одно дело, когда программы вот лишь бы чем-то наполнены, и мероприятия часто друг с другом не связаны, ни названиями, ни логикой, ни вообще ничем. Да? А с другой стороны, бывает, что когда все мероприятия подогнаны и вытекают одно из другого, начинаем с малого, а заканчиваем большим коллективно-творческим делом, предположим. Да? В общем, экспертная комиссия будет обращать на это внимание, именно насколько мероприятия объединены одной или несколькими вот этими направлениями работы. Далее, наличие различных видов деятельности детей. Насколько эта программа разнообразна, насколько представлены в ней различные виды деятельности. Потому что часто бывает так, что программа насыщена и кренится только в игры. Да, то есть игры такие, сякие, разные, всякие познавательные, спортивные, то есть игровая деятельность представлена. При этом нет вообще совершенно трудовой, нет творчества места, нет познанию, да, познавательной деятельности. А мы знаем, что нынче программы летнего отдыха и оздоровления должны нести в себе большой заряд познавательный. То есть в рамках программы важно чему-то научиться, что-то новое узнать, то, чего не узнаешь в школе, да, в рамках освоения основной образовательной программы. Этим и ценен тот летний период, который призван организовать эта программа, которую мы рассматриваем. Далее, содержание программы адаптировано к возрасту детей. Насколько те мероприятия, те формы, то содержание, которое в программах представляем, насколько оно адаптировано к заявляемому возрасту. Часто бывает так, что в программах летнего отдыха содержится перечень неких мероприятий. И часто невозможно понять, на какой возраст они рассчитаны. И когда нет разграничения по возрасту, априори получается так, что весь лагерь, да, вся смена, она участвует, например, там, в конкурсе, я не знаю, конкурс рисунок на асфальте. Очень часто такое мы видим.
рисунок на асфальте — это хорошо. Ну, то есть для всех, и для малышей этот рисунок на асфальте, и для подростков, и для старшеклассников, да, 16-17. И тут надо подумать, насколько это актуально, например, 16-17-летним юношам и так далее. То есть насколько то содержание, которое мы увидим, адаптировано к заявленному возрасту. Очень часто бывают несовпадения. И когда для старшеклассников используются такие формы работы, как беседа, это не очень эффективный метод работы, форма работы с юношеством. Да? Для юношества нужно что-то более динамичное, значит, требующее проявления, творчества, какого-то мастерства, какого-то уровня проявления себя. Или наоборот, проект, да, для младшей школы. Проект для младшей школы — это неэффективная форма работы. Вот здесь это будем отсматривать. Конкурсная комиссия будет обращать на это внимание. Далее. Разнообразие форм и методов организации досуга и мероприятий по профилю. Ну, вот то, о чем я говорила, да, оно очень перекликается с предыдущими критериями. То есть, насколько разнообразно вообще. Потому что все конкурсы можем увидеть. Конкурс такой, конкурс рисунков, конкурс на лучшее оформление уголка, конкурс на лучший костюм, конкурс на то, конкурс на сё. Конкурс сам по себе очень интересная форма, но всякая форма должна быть уместна и интересна. А когда у нас каждый день какой-нибудь конкурс, он потом приедается. Это понятно. Возможность участия детей, 12-й показатель, да, критерий, возможность участия детей в различных категориях реализации программы. Да, насколько эта программа подразумевает и адаптирована к участию детей с ограниченными возможностями здоровья, насколько здесь могут принимать участие и насколько это выражено в программе, то есть можем ли мы это оценить вообще, да, дети, находящиеся в социально опасном положении, может быть, это будет расписано, ну и другие категории, да, одаренные дети, там какие-то особенные дети, это может быть выражено в пояснительной записке, да, это может быть отображено в плане мероприятий какие-то особенные, это может быть отображено в описании материально-технической базы, что у нас в рамках программы имеется возможность участия детей, например, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуховых функций, да, с нарушением зрения. То есть это большая ценность и очень мало представлена такая вот этот критерий, да, в программах вообще. Экономическая целесообразность реализации программы, то есть насколько нам, если хотите, да, соотносится с затратами, то есть может быть, насколько она реалистична экономически. Вот таким образом, да, можно перефразировать данный критерий. Наличие сметы расходов, просчитывается ли, да, экономическая стоимость программы, просто есть или нет. Наличие методического обеспечения. То есть прилагаются ли комплекты сценариев, мероприятий, есть ли материалы диагностики, да, достижений результатов заявленных, есть ли рекомендации педагогам и так далее. То есть вот те дополнительные методические материалы, которые могут быть в программе, и они желательны, да, потому что может быть здесь что-то совершенно особенное, может быть педагогический коллектив работает по какому-то другому, в каком-то другом режиме, да, может быть здесь можно раскрывать все те, скажем так, особенности, секреты, внутреннюю кухню каждой организации летнего отдыха, оздоровления детей, ту особенность, да, именно в методическом обеспечении раскрывается. То есть это уже такая начинка, скажем так. Вот насколько она представлена. Описание системы работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Вы знаете, что это в настоящее время очень жесткое требование представляется такого рода деятельности.
и программам, в частности, им очень важно, чтобы эта деятельность по организации, по предупреждению чрезвычайных ситуаций должна быть отображена отдельным разделом, да, пусть он будет небольшой. Можно описать то, что значит, все участники, да, все дети проходят инструктажи по технике безопасности на воде, в лесу, технику пожарной безопасности и так далее, да, технику антитеррористической, значит, террористической безопасности. Вот этот комплекс мероприятий хотя бы в самом простом виде, но должен быть описан и предусмотрен и описан. Вот насколько он есть, также будет оцениваться. Далее, хорошо, если будут представлены описания взаимодействия с социальными партнерами. Часто бывает, да, абсолютное большинство данных программ реализуется совместно с кем-то, да, то есть не только школа, не только центр дополнительного образования, не только загородный центр, лагерь труда и отдыха реализует самостоятельно. Возможно, взаимодействие с какими-то культурными учреждениями, библиотеками, филармониями, там, концертными залами, с соседними центрами дополнительного образования. Вот насколько эта сетка партнерства представлена, и вот эти взаимосвязи, это тоже интересно посмотреть. Социальный эффект программы, актуальность планируемых результатов, насколько вот мы ожидаем, какой эффект от этой программы, тоже интересно посмотреть. Вообще описывают ли разработчики программ, ставят ли перед собой увидеть вот этот социальный эффект, его предвосхитить, предугадать, насколько это происходит, тоже посмотреть интересно. Ну и два завершающих показателя, критерия, это внешнее оформление, стиль документа. Я прошу обратить внимание здесь на то, что программа обязательно должна иметь титульный лист с указанием всех необходимых данных, название программы, значит, организатор-разработчик, разработчики, авторы, да, программы, год разработки и так далее. То есть все выходные данные должны быть на титульном листе. Ну и насколько данная программа подготовлена к тиражированию и публикации. Вот, пожалуй, все по критериям. И буквально в завершении я хочу еще показать, где происходит регистрация на конкурс. Итак, регистрация на этот конкурс проходит. Мы выходим на сайте конкурсов. Можно выходить на сайт конкурсов, сайта Института развития образования. Именно дочерним ресурсом сайта КРИРО является сайт конкурсов. Вот он. Есть такой новый ресурс у нас, да, конкурс kriro.ru. И вот на этом ресурсе мы находим наш конкурс. Вот он под номером 8. Заходим. Описание, все основные документы, да, о конкурсе мы здесь можем найти. И здесь вкладка «Подать заявку». Вот заполняя данные форму электронной регистрации, вы подадите заявку, зарегистрируетесь на участие в конкурсе, заполняя все необходимые поля. Вы также загрузите вот те документы, заявку в формате PDF и согласие на обработку персональных данных загрузите и таким образом зарегистрируетесь на конкурс и прикрепите свою заявку. Именно в заявке вы укажете действующую ссылку на размещенные материалы вот здесь. Именно по этой ссылке мы будем проходить, то есть эксперты будут проходить и оценивать предъявленные вами материалы. Я очень жду, да, мы как организаторы, мы ждем ваших материалов, мы ждем вопросов. 283 720 по данному 88 212 283 720, поэтому
номеру можно задать интересующие вопросы по организации конкурса. И также все вопросы, которые связаны с с организацией муниципального этапа, мы готовы на них ответить. Я вас благодарю за внимание и приглашаю принять участие в нашем конкурсе. Всего доброго!